поздравить вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим о значении Дня Республики Саха-Якутия в обществе. Дорогие друзья, внимание на экран. «27 апреля – значимый день в истории нашей республики. Именно в этот день, в 1922 году, была создана Якутская автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР, а в 1990 году была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. Сегодня мы не только свидетели славной истории нашей республики, но и ее продолжатели. Айсен Иванов – один из молодых преподавателей истории и обществознания, кому поручена ответственная роль по передаче новым поколениям знаний об истории родной республики. Человек с активной жизненной позицией, член Ассоциации молодых педагогов Якутии. Хорошо ли осведомлено население об истории республики? И в достаточной ли мере население понимает значение праздника? Дорогие друзья, чтобы разобраться в этой проблеме, нам необходимо разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считают, что жители Якутии осведомлены о значимости Дня Республики. Каждый, от мала до велика, осознает важность празднования и сохранения памяти об этом дне. Пессимисты – это же те, кто считает, что население республики слабо, либо вообще не осведомлено о значении, важности и истоках данного праздника. А также этот день снова очередной выходной. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. А пессимист, который убедился в верности оптимистов, может перейти на их сторону. Итак, выбираем зоны. Оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Молодой педагог с активной жизненной позицией. Учитель истории и обществознания. Айсен Иванов. Аплодисменты. Айсен, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас вам дается минута, чтобы вы могли нам рассказать о себе. Меня зовут Иванов Айсен Юрьевич. Я родом из Нюрбинского района, село Хаты. В 2009 году окончил Нюрбинский технический лицей. Наверное, в моей жизни именно вот эта школа, сыграла большую роль. А потом поступил в Якутский педагогический колледж на учителя истории. И в 2013 году ее успешно окончил. Ну что ж, Айсен, мы начнем с небольшого блиц-интервью. Соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы от вас. Хочет ли сегодня население лучше знать историю? И достаточно ли уделяет население внимание проверке фактов? Почему люди чаще верят фейкам, а не проверяют информацию? Ну, старшее поколение, да, оно уделяет, но молодежь больше, с современными приложениями всякими, оно больше отклоняется вот от этого. Им больше интересно вот то, что они визуально видят. Фейк отличить, вот этому надо учить детей именно в школе. Потому что в интернете фейковых информаций очень много. А достаточно ли уделяется внимание истории Якутии в школьной программе? В школьной программе истории Якутии уделяется, я бы сказал, очень слабо. Как я знаю, вот в 10 классах изучают историю Якутии, и оказывается, еще не во всех школах. Бывают школы, которые вообще не изучают историю Якутии. А в младших классах есть предмет КНРСЯ, культура народов Республики Саха-Якутия, Историю Якутии, надо изучать именно, по идее, с младших классов надо начинать и более углубленно. Встречаются часто учителя, которых можно назвать уроkodателями. Вам, наверное, это понятие знакомо. Чем они вредны, на ваш взгляд, и как с этим бороться? В своей жизни я как такого не встретил, учителя, уроkodателя, но говорят, есть, существует, но что нужно, Ну, во-первых, педагогические институты, наши университеты, в принципе, все студенты оканчивают с определенными хорошими знаниями, и практика дается хорошо. С этим бороться надо именно, мотивировать надо, молодежь.
многие просто не хотят сейчас работать учителями, потому что это очень сложно, оно требует постоянного развития, да. Что вас волнует касаемо будущего ваших учащихся? Самое, наверное, что волнует, это что многие просто, когда закончат университеты, захотят переехать в другие страны. Как вы считаете, интересуются ли молодые поколения значением Дня Республики? За всех, конечно, не могу сказать. То, что из моего окружения, да, вот детей, многие просто не интересуются, они просто воспринимают это как День Республики, именно дети, не молодежь. Патриотична ли сегодня современная молодежь и как это выражается? Патриотичность в первую очередь в детях, да, это любовь. Развивать, научить любить. И оно начинается именно со своего дома, семьи, да, с республики и нашей страны, конечно. Но насчет патриотичности даже не скажу определенно, вот они патриотичнее или нет. Есть над чем работать. Да, есть, конечно. Айсен, поделитесь, как вы пришли к работе учителя? Это осознанный выбор или было все-таки попробуем, посмотрим? У меня отец был учителем физики, сестра работает учителем истории. Быть историком, да, для меня это было осознанно. Учительская карьера, да, не спорю, в какой-то степени, если быть честным, то не сильно хотел, да. Было дело, я менял сферу деятельности, да, но все равно дороги ведут обратно в школу. Какие главные заблуждения о работе учителя вам бы сегодня хотелось развеять и опровергнуть? Насчет того, что учителя получают хорошую зарплату, как говорят. Во-вторых, это будет то, что учителя часы свои дали, и все свободны. Нет, мы постоянно работаем, да, домой приходим, также работаем до 2 часов ночи, бывает. Готовимся, да, к завтрашним урокам, потому что, например, история и обществознание, да, оно постоянно меняется, это не точная наука. Ну и все, думаю. Итак, сегодня перед вами те, кто постараются узнать вас немного поближе и будут дискутировать нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились оптимисты. Те, кто считает, что жители Якутии осведомлены о значимости Дня Республики. Каждый от мала до велика осознает важность празднования и сохранения памяти об этом дне. Слева же от вас расположились пессимисты. Это люди, которые считают, что население республики слабо, либо вообще не осведомлено о значении, важности и истоках этого праздника. И стоит признать, что для большинства это просто очередной выходной. Итак, давайте обратимся к нашей аудитории. Друзья, пожалуйста, поделитесь, почему оказались с той или иной стороны? Чем же обусловлен ваш выбор? Какие у вас есть аргументы? Давайте начнем с стороны оптимистов. День Республики для меня – это прежде всего объединение народов. 27 апреля – это не только историческая дата, это повод встретиться со своими родными и близкими, с которыми можно провести время весело. А также для красивых, веселых, ярких концертов, которые объединяют людей всех возрастов, статусов и национальностей. Пожалуйста, еще мнение. Почему вы сегодня расположились на этой стороне? Ну, как мне кажется, сейчас в связи с глобализацией праздники просто забывают свой исконный характер, свое, на самом-то деле, нынешнее предназначение. И просто оказывается то, что никто не помнит, как это было, типа, выходной и окей. Это чисто мое мнение такое вот. Еще мнение давайте послушаем со стороны оптимистов. На самом деле республика уделяет внимание истории, потому что оно все-таки нацелено на сохранение истории в детях. Как раз-таки дети — это шаг в будущее у нас. Вот как раз-таки открываются всякие разные музеи, допустим, как у нас недавно открылся и музей «Россия. Моя история». Очень хорошее место. Туда проводят туры, детей возят туда, изучают. Все. Условия есть, соответственно, поэтому население осведомлено. Пессимисты,
Еще мнение, пожалуйста. Как вы уже сказали, нынешнее поколение действительно не изъявляет собственного желания и инициативы углубляться в эту тему. То есть 27 апреля действительно для некоторых, не всех, разумеется, но для некоторых действительно остается очередным приятным выходным в середине недели. Еще мнение, ребята. Это важно знать, потому что родители должны рассказывать своим юному поколению об этом празднике. И этот праздник не только как и выходной, как все считают, но и, как сказал Эрхан, это объединяет народы, которые живут в нашей республике и в нашем городе. Спасибо. Еще мнение, пессимисты. Мы проводили опрос среди молодежи в республике, где приняло участие где-то 100 участников, и выяснилось, что 80% всех прошедших отбор даже не знают, когда проводится День республики. Они знают, что такое День республики, говорят, что это важно, все такое, но не знают, когда оно проводится. Еще, во-вторых, у меня из знакомых мало кто знает именно, когда эта дата проводится, вообще почему это День республики и так далее. И поэтому я считаю, что молодежь недостаточно осведомлена из моего личного опыта. Но я хочу сказать, что это очень важный праздник, который является ключевым для нашей республики, для нашей небольшой автономии. Спасибо. Спасибо. Ну что, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю. Пожалуйста, давайте начнем с стороны оптимистов. Ребята, ваши вопросы. Айсен Юрьевич, я хотел спросить, как вы считаете, нужно ли еще больше строить музеев исторических, посвященных событиям именно республики, а не страны? Или как, вводить еще какие-то уроки дополнительные для школьников? Вот чего не хватает, соответственно, для привития знаний об истории Якутии? Насчет музеев, да, музеев, я думаю, хватает. Истории изучать, да, надо с малых лет, именно Якутии. Вот я честно скажу, то, что нельзя любить такую большую необъятную страну всю, да, надо научить любить свой дом, свою республику. И из этого мы получим именно сильную Россию, благодаря этому. Когда если будет республика наша более консолидирована. А еще насчет музеев, да, вот Россия, моя история, вот, там есть вся информация, например, о автономии республики Саха-Якутия, да. Ее же не просто так взяли и построили, да, вот, взяли, сделали автономию, да, а она же все равно какие-то этапы пережила, поэтому надо изучать историю, понимать, что за этим стояли люди, да, за нее боролись. Вы сами же подчеркиваете то, что условия есть, музеев тех же самых хватает. Вот чего не хватает для того, чтобы люди знали? Более, да, углубленно изучать тех же великих личностей наших, якутских. Ну и в том числе, наверное, менять подходы. В образовании, да, в школьной программе надо менять, скорее всего. И учебники обновлять. Спасибо, пессимисты. Ваши вопросы нашему гостю. Праздник — это не просто на месте собраться, но это мы вспоминаем нашу историю, мы должны знать наш язык и наши национальные культуры. Как вы относитесь к кому просто плевать на историю? Ну, если это взрослый человек, да, это уже, это его дело. Потому что мы все-таки живем в демократическом обществе, и каждый вправе выбирать, чего он хочет, да? Все-таки народ должен быть выше власти. Конечно, это у нас не практикуется, но оно должно быть так. Вы не считаете, что стоит с такими людьми все-таки сесть, поговорить, убедить в том, что такое отношение оно неприемлемо? Ну, со школьниками, да, работать надо, потому что они только формируются. А со взрослыми людьми? А со взрослыми людьми сесть и поговорить, да, если они хотят. Вот в этом вопрос. Хорошо, спасибо. Давайте еще вопрос послушаем. Как, по вашему мнению, нужно развивать чувство патриотизма в юном поколении? Да, очень сложный вопрос, как воспитать, да? Ну, для этого, да, патриотические всякие клубы есть, но помимо этого надо научить детей любить, просто любить. Вот в чем секрет, думаю, патриотизма. Любить свой дом, своих родителей, да. И из этого, да, дальше выйдет как раз
патриотичность, будут расти. А как раз-таки это чувство любви к родному дому, к родине, как его воспитывать? Как вы считаете? Какие методы есть конкретные? Но здесь надо работать, да, в особенности родителям, скорее всего. Потому что ребенок — это зеркало своих родителей, как говорят. Школа должна, да, именно развивать вот чувство патриотизма. Для этого проводятся всякие кружки. Ну, в принципе, все есть для этого. Работают над этим. Еще вопросы, пессимисты? Как бы вы оценили знания якутян в истории России и республики Саха-Якутия? Ну, исходя из школьников, да, историю России, ну, в основном все знают. Ну, не все, конечно, полностью, да, но, по крайней мере, основу знают. А историю Якутии, да, к сожалению, многие дети, как сказали, вот после опроса 80%, да, или вот исходя от того, что вот сейчас, да, вот пессимистов больше, да, говорит о том, что историю Якутии, да, многие не знают. Возможно ли как изменить мышление человека, что, так скажем, в какой-то момент он начинает больше любить и также дальше прививать другим людям любовь к родине? Сыграть какую-то роль, да, можно, конечно. Особенно учителя, да, формируют мышление детей, да. Но помимо этого, к сожалению, у нас сейчас очень большой поток информации из-за интернета, да. Поэтому часто дети путаются. Поменять мышление, да, можно. Научить любить родину тоже можно. Но методы совсем другие нужны. Для этого, в принципе, надо изучать как раз историю. Для нас наши предки дали определенный путь для развития, указали, как бы посоветовали, да. Мы должны вот это развивать. Пессимисты? Вот вы говорите про школу, о том, что надо патриотизм взращивать именно со стороны школы и так далее. А вам не кажется то, что это должно идти именно со стороны родителей? Отношение к празднику, отношение к истории и так далее. Вы сами же говорите то, что дети — это зеркала родителей, но если родителям это неинтересно, то и детям тоже будет неинтересно, и как-либо школа это не будет влиять. В особенности на севере, да, наверное, у нас суровый климат. Это сейчас более, да, такое хорошая жизнь начинается, да, раньше было тяжело на севере жить. Люди, как говорится, выживали. Поэтому у народа нашего северного, да, выживаемость, наверное, это самый большой показатель, да? Это то, что можно, тем, что гордиться можно. Родителей, да, вот это уже не только работа учителей, да, а всего, получается, государства. То, что родителей тоже надо как-то... Направлять. Да, направлять, мотивировать. Некоторые просто люди уже опустили руки, ждут чего-то, а некоторые не нашли свой путь, может, да, в этом надо помогать. И тогда и в семье будет вот хороший климат, да, для воспитания ребенка, и родитель будет говорить, что вот наше государство такое. Идеологии, может, да, не хватает в какой-то степени. В СССР была идеология, а после развала как таковой, да, идеологии пока нету, но есть один плюс для нашего народа, да, России, то, что в трудные времена они всегда объединяются, да, сплачиваются. Еще вопрос? Если бы вы были мэром или президентом, что бы вы сделали, чтобы молодежь больше ценила День Республики? Никогда, конечно, в жизни не представлял себя в роли мэра или президента, конечно. Но, скорее всего, я бы поменял бы в образовании что-то. Как бы изучая прошлое, да, мы вступаем, строим, да, смело будущее свое. Но истории пишут, да, ну, будут писать, вот, наша молодежь будущее, мы, конечно. У нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Внимание на экран.
Чем примечательна дата 27 апреля и почему она важна? 7 апреля? День республики же. Да, а как вы думаете, достаточно ли осведомлен народ об этом дне? Нет, не особо. Ну, не показывают же особо сильно. Хотя бы надо было за неделю все показывать, ну, что-то делать. Праздники какие-то устраивать 27 апреля. Апреля? 27-е? Почему? Я не знаю. 27 апреля — это День республики. Ну, это когда республика, получается, стала частью, точнее, Якутская автономная советская социалистическая республика, да, стала частью России. Вот, ну, важная дата, с тех пор началось важное развитие в Якутии, много чего построилось, поэтому да. Население, мне кажется, нет, вообще очень плохо осведомлено об этом дне. Вот мы знаем о каких-то очень больших праздниках, там, Новый год, да, 8 марта, 9 мая. А вот об этом празднике, ну, мало, как говорят, и мне кажется, ну да, нужно больше говорить об этом празднике. Если честно, вот как человек, который сюда приехал только недавно, могу сказать то, что нет. Я нигде не видел намека на то, что День Республики скоро будет. День космонавта, да? Нет. Не знаю. День Республики. Но нынешняя молодежь почти что половина не ознакомлена с этим днем. А более с возрастом люди уже понимают, в чем этот праздник. 100 лет СССР. 100 лет СССР, да. Да, это вот как наш День Республики. И как вы думаете, достаточно ли население осведомлено об этом дне? Недостаточно. Ой, нет. Сейчас много о таких мероприятиях говорят на уроках, например, в школах. И, в принципе, думаю, в этот день нам об этом скажут. Вот. А так, ну, можно, не знаю, где-нибудь там на улицах поставить эти плакаты. Наверное, молодое поколение уже не знает, но вот старшее поколение, наверное, помнит. Через соцсети, наверное, через передачи, телевидение, показывать, рассказывать детям и взрослым. Чем примечательна дата 27 апреля и почему она важна? День республики? Ну, думаю, местные осведомлены. По-любому. Ну, кто может не знать День республики? Ну что, друзья, как мы видели из опроса, мнений, конечно, много, но, опять же, большинство мнений сводит на чем? На том, что общество недостаточно осведомлено. И, опять же, не все наши респонденты даже смогли ответить на этот вопрос. Давайте зададимся, опять же, другим вопросом, связанным с нашей темой, нашей аудитории. Есть ли тенденция того, что значимые праздники спустя время становятся поводом лишь для гуляний? И как этого избежать в будущем? Давайте начнем с стороны оптимистов. Ребята, поделитесь вашим мнением. Это все зависит от возраста, так как старшее поколение, они, конечно, знают об этом празднике и его истоках. Почему это, собственно говоря, происходит? Так как, как и многие сказали, в школах учителя не находят какого-то подхода к ученикам, чтобы это было интересно рассказывать и интересно изучать. Вот так и с годами юное поколение взрослеет и совсем не понимает значимости этого дня. В этом-то вся и проблема. Я считаю, что так как этот год наставника, проводить руководителям, учителям также мини-уроки того, как заинтересовать юное поколение, находить подход к каждому ученику, потому что есть дети, которые не хотят, нету желания или же их это не интересует. Им надо уметь заинтересовать и рассказать все от А до Я. Спасибо. Пессимисты, ваше мнение по данному вопросу? Мне кажется, это должно начинаться с старшего поколения. Они должны уметь заинтересовать подрастающее поколение этим праздником, чтобы нормально объяснить значение этого праздника и чтобы праздник не терялся просто и не становился очередным выходным, чтобы погулять с друзьями.
Еще мнение? Давайте послушаем со стороны оптимистов. Я вот думаю, как же все-таки можно заинтересовать детей именно к самим праздникам, тому, чтобы не обесценивались они. Вот очень хорошее мнение было о том, что надо преподавателям вести всякие семинары такие, чтобы их, как сказать, ну, чтобы они лучше рассказывали или как, чтобы подогревать детей интерес, а родителям, я думаю, все-таки стоит им напоминать банально, чтобы сами родители как раз-таки давали уже, как сказать, такую базу для детей, чтобы как раз у них была вовлеченность в это. Потому что если интереса не будет, то, соответственно, и праздник свою значимость потеряет, он обесценивается со временем. Поэтому надо подогревать интерес, мне кажется. Еще мнение? Давайте послушаем. А можно вопрос задать, ребята? Да, пожалуйста. Как подать вам информацию, чтобы вам было интересно, вот, например, история Якутии? Подавать информацию можно так и в игровой форме, так и мультипликационной. Ну, есть же мультик «Смешарики». Там появился пин-код. Это, ну, братья любят его смотреть. Это также придает знания. Можно и в такой форме проводить. Так же, как и в игровой. И, ну, проводить, как его... Не то чтобы опросы, а как квесты или турниры. Спасибо, давайте поаплодируем. Еще мнение? Как говорила она, то, что есть, можно мультиком показать это. Вот мы заходим в кинотеатр, и мы уже сразу видим, что есть якутские фильмы, которые мы снимали. И на них же ходят. Из этого мы можем, да, для детей сделать, там, например, аниме, мультсериалы, которые будут именно познавать нашу историю якутскую, и дети будут этим интересоваться. Спасибо. Интересное мнение. Еще? Как мы все поняли, что современная молодежь очень отличается, и вообще нужно самим захотеть. Я патриот, я люблю свою родину, вообще я якутка, и вот для этого есть Пушкинская карта, проходят всякие акции «Я патриот», праздники вот на площади в честь 27 апреля проходят. И самим тоже нужно захотеть, а не, то есть, учителей. Вот. Желание, да? Да. Чтобы замотивировать учащихся, нужна мотивация у самих учителей. Да. Спасибо, давайте поаплодируем. Мне кажется, это должно происходить и отталкиваться именно от возраста детей. Допустим, начальным классом уже, как говорили ранее, мультики, а более старшим классом, не знаю, придумают новые квест-игры, чтобы им это было интересно, какие-нибудь новые загадки, любые другие игры. Надо смотреть не чтобы вся молодежь была скопом, а именно отталкиваться от интересов и от возраста. Спасибо, давайте поаплодируем. Какие интересные изменения, да? Да, можно еще задать вопрос? Да, пожалуйста. Скорее всего, это будет оптимистом. Что вы знаете вот как раз о создании Якутской автономной социалистической советской республики? Я знаю то, что история очень сложная. Создание самой автономной республики была кропотливая работа. То есть очень, скажем, очень много лет проводилась эта работа. И в итоге терпение и труд, все перетрут. То есть добилась. Я знаю, вот, скажем, основоположников, вот, Исидор Барахов, Максим Амосов, Платон Аюнский, вот это вот личности, которые повлияли и которые через отказы, через все вот эти трудности, то есть они не бросили работать, ну все, типа, а уже продолжали дальше для своего народа, для своей республики, чтобы это как-то уже значило для них. Что мы еще знаем, ребята, о Дне Республики? Хочу обобщить о пессимистической точке зрения некоторых людей. То есть она вырабатывается из-за современного общества, потому что сейчас в основном подростки занимаются учебой, то есть ОГЭ и ЕГЭ их сильно напрягает. То есть
это стресс, и изучать какие-либо праздники становится сложнее, они просто забываются и уходят в прошлое. То есть, как я думаю, следующее поколение может совсем забыть День Республики, и это перестанет быть каким-либо выходным или что-то типа этого. А как сделать так, чтобы поколение не забыло? Потому что значимость, она вот, на твой взгляд, вообще большая у этого праздника. И как раз-таки сделать так, чтобы нас поколение об этом не забывали? То есть обобщить тему того, что праздник рано или поздно забудется, это может перенести только одно, если государство или даже просто люди начнут проводить массовые парады, всякие конкурсы. То есть на 9 мая выставляют ярмарки, разные конкурсы проводятся с призами. То есть если это будет и на Дне Республики, то людям будет это интересно. И они, как и 9 мая, 23 февраля, 8 марта, будут это ждать. Потому что им от этого будет выгода. То есть они могут или потратить деньги, или получить что-то взамен. Спасибо. Еще мнение есть, да? Касаемо Дня Республики. Вот 27 апреля 1922 год. Что мы знаем о создании якутской автономии? Создание якутской автономии длилось очень долго, и было пролито много крови и пота людьми, которые пытались добиться автономии Якутии. И вообще до этого Якутию считали как отсталую часть России, куда просто ссылали всяких преступников, но по итогу эти преступники дали начало для просвещения Якутии. Они учили наших якутских предков письму, чтению и так далее. И в итоге от этого люди стали более просвещенными, более обученными, и по итогу смогли добиться автономии Якутской республики. Это очень значимый праздник для якутян, и забывать его никак нельзя. Так что надо принимать какие-нибудь меры. Сейчас молодежь не особо понимает значение этого праздника, и если многих, например, спросить, они даже не ответят, что это за праздник и почему его празднуют. Да. Айсен, какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории? Молодежи пожелал бы, чтобы всегда держались такой активной жизненной позиции, потому что каждый человек играет большую роль для нашей республики, для нашей страны. Не надо придерживаться таких правил, как «моя хата с краю», да, надо быть всегда активным. Сейчас у нас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимисты, если убедились в верности позиции оптимистов, можете перейти на их сторону. Итак, окончательно определяемся своей позицией. И на счет 3 можно будет поменять свою точку зрения. Итак, 1, 2, 3. Каждый остался при своем мнении. Давайте друг другу поаплодируем. Итак, Айсен, кого из наших участников вам бы хотелось сегодня отметить? Больше ответы и вопросы, да, понравилось, наверное, скорее всего, девушке в синем. И тебя попросим выйти на наш подиум. Айсен, пожалуйста, вам слово. Во-первых, я очень рад, что у нас есть такая активная молодежь. Если вы спросите меня, в чем сила, да, я скажу, сила именно в знании, поэтому дарю книги. Самое главное оружие, да, это книга, знание. Пожалуйста.
Пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Здравствуйте, меня зовут Мартынова Аина, я ученица 33-й школы, учусь в 10 классе. Сейчас мы приглашаем всех вас подняться на наш подиум, для того, чтобы мы опять же могли пообщаться друг с другом и с нашим гостем Айсеном Юрьевичем. Пожалуйста, поднимайтесь. Стать частью нашей программы можешь и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. С вами была программа «Я молодой» Ее ведущие Евгения Тимкина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Впечатление от съемок, конечно, только положительное, даже отличное, да. Конечно, я впервые вот гостем-спикером выступаю. И, конечно, это мой первый опыт, да, было очень сложно, да, волнительно было. Формат передачи мне очень нравится, да. И то, что вот возможность дает, да, детям вот открыться именно.